Василий Аксенов родственник ваш? Или два- это случайно совпадение? Совпадений случайных не бывает, но не родственники. Не родственник, просто вы директор дома-музея Василия Аксенова. У вас фамилия Аксенова? Ну, это моя истинная фамилия, фамилия моего отца. Василий Павлович скорее не родственник, а Родственная душа. родственная душа. Вот прям в точку попал. Здравствуйте, дорогие друзья! Исян Мисыс. В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит директор дома-музея Василия Аксенова, архитектор, реставратор и просто обаятельная милая дама Ирина Аксенова. Здравствуйте, Ирина! Исян Мисыс. Это вот такие символические Так, вещи. давайте начнем. Это очень конкретно. Это же вы. Театр Василия Аксенова. Возвращение танцующего свинг. Да. Я сижу у основания скульптурной композиции, арт-объекта, который называется «Танцующий свинг» или «Ожидание». Посвященный Василию Аксенову. Посвященный Василию Аксенову. Ну, об этом, кстати, память, который открылся недавно, мы поговорим отдельно. Спасибо вам за подарки, которые продолжаются. А это выращенный мною специально for presents, Покажу, то есть для покажу. подарков. Ага. У него есть несколько определений, наверное, знакомых. Есть архитектурное определение иониум, потому Иониум. что коллеги найдут сходство в листочке с иониками, которые во фризе. Мгм. А еще более такие забавные определения. Мартышкино дерево, денежное. Я вот с таким Мне намеком, денежное дерево больше подходит. ну вот с намерением, чтобы вы как бы без бедности, долго-долго, с продуктами. Остается только добавить Алла Бирса, дай Бог. Алла Дай Бирса, Бог. да. И вот такой тоже символический подарок в теме Дома-музея Василия Аксенова, в теме Аксенов фестов. Открыть, Открывайте. никого не сбивая, с автошажу. Там узнаваемый портрет хозяина нашего дома. Действительно, очень Василий красивый. Павлович. И самое главное, подарок, который всегда пригодится в любую погоду. От солнца, Кстати. от дождя. Спасибо большое. Ну а прямо сейчас мы переходим к приготовлению блюд. Ирина Александровна Аксенова, художник, архитектор, реставратор, доцент Казанского государственного архитектурно-строительного университета, директор дома-музея Василия Аксенова. Родилась в Казани, окончила среднюю художественную школу и Академию художеств в Ленинграде. В творческой биографии Аксеновой, как архитектора, около 80 возрожденных памятников истории и культуры России и Татарстана. Самые знаковые из них – Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, собор Петра и Павла, памятники острова Града Свияжск, гостиница «Казань», дом Карла Фукса и многие другие. Ирина Александровна – автор проекта реставрации дома Василия Аксенова и директор созданного ею же музея. Ирина, а сейчас расскажите, пожалуйста, какие рецепты или рецепт сегодня наши зрители увидят от вас? Но поскольку я человек творческий, это уже диагноз, поэтому буквально следовать я не смогу. Будут привнесены некоторые элементы новизны творчества, но в основе концепция татарской азу. Татарское блюдо азу. Да. Отлично. Говядина сегодня у нас, я смотрю. Ну да, можно и баранину. Так, с чего начнем? Ну, белок прежде всего. Мясо – это вообще любимая еда кочевников. Как известно, татары имеют какое-то прямое отношение к пищевому Самое образу прямое. жизни. Да. Так, мясо тогда порежете вы. Хорошо. Чем я займусь? Можно лук, да, я так понимаю, нам пригодится? Пожалуйста. Итак, начинаем готовить азу по-татарски. Как режем лук, кстати? Мелко, кольцами? Кольцами, да? Да. Мясо кубиками. Какие блюда, кроме азу по-татарски, вы готовите? Я вообще на самом деле люблю придумывать. И откровенно скажу, вот для татарской кухни характерно все-таки запекание, да, из муки чего-то как-то много. Но я не приверженец мучных изделий. Да. Ирина, но у меня есть вопрос, который с начала нашей программы я хочу вам задать. Василий Аксенов родственник ваш? Или это случайно совпадение? Совпадений случайных не бывает, но не родственник. Не родственник, просто вы директор дома-музея Василия Аксенова. У вас фамилия Аксенова? Ну, это моя истинная фамилия, фамилия моего отца. А Василий Павлович скорее не родственник, а Родственная душа. родственная душа. Вот прям в точку попал. Аксеновские черты в литературе, в жизни как человека, они очень понятны, очень импонируют. И самое главное особенность, что он свободный человек. Вот. И в этом смысле для меня вот притягателен как образ, как личность, как человек.
Василий Аксенов, русский писатель, сценарист. Родился в 1932 году в Казани. В 1937 его родители были репрессированы. Мать писателя, Евгения Гинзбург, написала о тех годах книгу «Крутой маршрут». В 1956 году окончил медицинский институт в Ленинграде. Литературную карьеру Василий Аксенов начал в начале 60-х, в годы оттепели. Его романы и повести были очень популярны, но вызывали неодобрение власти. Все кончилось вынужденной иммиграцией. В 1980 году Аксенов был лишен советского гражданства и переехал в Америку, где были изданы его романы «Ожог», «Остров Крым» и «Московская сага». В 1990 году писателю вернули российское гражданство. Он умер в 2009 году и был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. В Казани, на родине писателя, с 2007 года проводится ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест», в котором принимают участие известные мастера литературы и джаза и совсем молодые исполнители. Мы с ним познакомились и быстро нашли общий язык на первом Аксенов Фесте в театре оперы и балета в 2007 году. В этом году был юбилей, 10 лет. Вот. И познакомились как-то таким запоминающимся образом. Василий Павлович вышел на сцену, к краю сцены, поздоровавшись со всеми, поделился тем, что всю жизнь мечтал попасть в этот театр, который построил его отец Павел Васильевич. Вот. И впервые в театре и на сцене сразу. А так, в отношении случайности и неслучайности, я 8 лет жизни посвятила этому театру, как архитектор. К тысячелетию в театр перекроили с учетом новых каких-то требований и реставрировали. Ну, это отдельная история, интересная, это, мне кажется, вообще практически целая передача. Вот, и уже пересечение. А когда выступление состоялось, когда мы увидели Беллу Ахмадуллину, мы увидели Михаила Веллера, мы увидели Гладилина, увидели всех этих литературных асов, я подошла и представилась Аксеновой. У него немножко так брови поднялись. Я говорю, я не претендую на роль детей лейтенанта Шмидта, я просто Аксенова. Но вот подошла потому что театр и потому что люблю ваше творчество. Слово за слово, и в тот момент как раз идея мэра города Ильсура Раисовича Медшина приняла эмбриональное состояние. То есть это вы говорите об открытии дома-музея? Да, это вот самое начало открытия музея, когда Василий Павлович узнал, что я архитектор и еще имею отношение к прошлому как реставратор. Он сказал, ну так, Ирина, тебе сам Бог велел. Кто, если не вы? Да. Дом Аксенова в Казани. В 2009 году в Казани состоялось открытие дома-музея Василия Аксенова на улице Карла Маркса. Писатель прожил в этом доме более 10 лет. В 2007 году, во время первого литературно-музыкального фестиваля «Аксенов Фест», в этом доме Василий Павлович был на экскурсии. Именно тогда руководством города Казани было принято решение открыть здесь музей. Главные экспонаты музея – личные вещи писателя, предметы быта, книги, фотоархивы и прочие ценные документы, принадлежавшие Аксенову и его семье. Пожалуй, самый ценный экспонат в музее – печатная машинка Василия Аксенова, которую сын Василия Павловича, Алексей, подарил музею при открытии. Сейчас в доме Аксенова располагается музей, мини-отель и развлекательный комплекс «Перекресток джаза». Проходят различные выставки, творческие вечера, презентации и фестивали. Вот сколько лет дому-музею Аксенова? 8 лет. Я реставрировала дом, то есть проект, мы его воплощали в жизнь. Причем изначально было задумано, что Василий Павлович будет приезжать к себе на родину, и в этом мезонине будет его кабинет. Если идти по улице и увидеть впервые этот дом, то можно сказать, что он одноэтажный. На самом деле у него 3 уровня. Первый – это ресторан «Перекресток джаза», уровень – подвал. Первый этаж – это музей, культурный центр. И третий – это мансардный, это маленький отельчик на 7 номеров. То есть такой какой-то оптимальный вариант для пребывания богемных людей. Вот. Но мы тем временем запускаем в домике. У нас есть свои домики, и их нам надо заполнить. Керамические. Да, азу по-татарски мы сегодня готовим в красивых керамических горшочках. Вопрос, какой у нас будет первый слой? Все-таки лог или
Мясо. Все-таки, наверное, мясо. Мясо, отлично. И в равной степени Так, на я эти щас 4 примерно части. вот на да. глаз. Будем ли мы сейчас прямо солить, перчить мясо? Или Нет, сделаем это нет, чуть позже? нет. Вот так вот, просто творчески, спокойно так. Ага. А, лук мы мельчим, да? Да, обязательно. Так. Живенько так. Ирина, я хотел бы вернуться к началу нашей программы и вспомнить журнал, именно ту фотографию, это памятник, который на нем изображен. Расскажите нашим зрителям. Это журнал «Казань», самый почитаемый интеллигенции города журнал, где Порежем картошечку параллельно. прекрасно освещается кубиками Кубиками. Ага. культурная жизнь города. И, конечно же, журнал не мог в сентябрьском номере не осветить события, то есть десятилетие Аксенов-феста. Каждый фестиваль продолжается каким-то таким знаменательным событием. Угу. Еще картошечку. Да, я думаю, еще как раз. Побольше, я думаю. Угу. В прошлом году 9-й Аксенов-фест ознаменовался тем, что открыли сквер Аксенов сад Кстати, очень красивый сад. за кинотеатром «Мир». Почему кинотеатр «Мир»? Потому что сталинская постройка, и с заднего фасада там уже готовый задник сцены. Это в прошлом году. А в этом году в сквере появилась скульптурная композиция «Танцующий свинг» или «Ожидание». Кто Там 4 составляющих. Та, которая слева от вас стоит. Ирина Аксенова. Идея. У Василия Павловича была любимая фраза «жизнь прожить, как бы танцуя свинг». То есть в импровизации, свободно, без шаблонов. И, кстати, он на первом Аксенов-фесте показал, что такое Станцевал. свинг. Да, на сцене. Помочь? Да, давайте вторую морковку. Мне кажется, тут можно, постараемся вкомпоновать, да. Скульптурная композиция состоит из нескольких предметов. Вешалка, шляпа, стул, собака, даже под рифму получается, Ага. и зонт. Вот, собака Пушкин. Кличка Пушкин – это любимая собака, можно сказать, последний друг Василия Павловича, очень преданный, верный и, надо сказать, не глупый. Изначально было задумано как ожидание, как бы вот любимый друг остался один, обеспокоен, висит только пальто. Ну, скажем, что есть какая-то душевная теплота рядом с этим объектом. Итак, какой у нас следующий слой? Вы обратили внимание, здесь Да, есть на изюм. Вот да, я смотрю, да. я все жду, когда же пойдет Вообще ход я изюм. в последнее время пищу готовлю без соли, заменяя ее специальным букетом пряностей, потому что соль – это наркотик практически. Но сегодня, я думаю, кстати, соль могут заменить соленые огурчики. Вот именно шулай, Именно шулай. Поэтому сейчас мы их порежем. да. И именно в расчете на то, что мы не сыпем соль, а кладем соленые огурчики. Как мы их режем? Мелко или Мелко, мелко, да? да. Получается по 2-3 соленых огурчика на каждый горшочек. Мгм. Сейчас мы дорежем огурчики и увидимся с вами, дорогие телезрители, после небольшой паузы. Программа «Секреты татарской кухни» вновь с вами, дорогие друзья. Мы продолжаем и готовим мы сегодня с очаровательной Ириной Аксеновой. Ирина, большое спасибо, что с нами. Говорим о Василии Аксенове и практически приготовили азу по-татарски в горшочках. Но есть у нас еще что-то, да? Заготовили. Да. Да, еще Самое немножко. интересное сейчас начинается. Первый слой – мясо, затем лук, картошечка, морковь и соленые огурчики. Это все, что у нас уже в горшочках. Чтобы подчеркнуть вкус овощей и мяса в том числе, чуть-чуть, добавляется иногда сахар в пищу, да? В азу редко. А изюм в данном случае, я считаю, с мясом неплохо. Он такой создает букет некий. Есть. Добавляем. Добавляем. Дело в том, что Ирина Аксенова – это не только директор дома-музея, да? Василий Аксенов, но это еще и архитектор, художник и преподаватель. Как вы со всем справляетесь? И расскажите про каждый вид деятельности, который я перечислил. Руслан, я тебе откровенно скажу, я не справляюсь. Я на самом деле в 24 часов все правильно почувствовано, подмечено, не хватает. И это бывает иногда за счет сна. Как говорят индусы, лучшее масло – это вода. Поэтому желательно, конечно, чтобы мясо было не таким постным. Добавляем заменяя водичку. Сейчас добавляем воду. Так, В расчете где-то на 1/3. на 1/3. То есть много Да, тоже не надо. Да. И, кстати, фишка и плюс этого блюда в том, что здесь получается 2 в 1. То есть первое и второе блюдо. Для любителей бульона, например, да? Да. Обязательно, конечно, поскольку мы немножко пренебрегаем солью, сделать акцент на пряностях. Так, что мы добавляем? Скажите, пожалуйста. Мели-сунели.
Хмели сунели и Тот самый имбирь. Тот самый имбирь. Ага. И желательно, конечно, побольше перчика, поскольку соли нет. Так, черного перчика, да? Расскажите, пожалуйста, где вы преподаете? Я преподаю в Казанском государственном, сейчас буду чихать, архитектурно-строительном университете, ГАСУ. На архитектурном факультете основной предмет – основа архитектурного проектирования, дипломники, начальные курсы и так далее. Сложилось так, что я 4-е поколение педагогов. То есть у вас в родственниках 4-е поколение педагогов? Да, прадедушка, дедушка. Все в архитектурном направлении или нет? Тетушки, дядюшки. Поэтому в какой-то момент я не очень любила учителей. Но вот так сложилось, что я оказалась в стенах тогда КИСИ. И я увлеклась. Я очень люблю общение с студентами. Как вам, кстати, поколение студентов вот нынешнего, 21 века? Супер. Супер? Супер. Я люблю. И надеюсь, что это взаимно. Ну, студенты, которые смотрят мы нашу программу, сейчас кивнули головой. А мы, кстати, забыли еще про томатную пасту. Ну, я думаю, самое главное, не переборщить, буквально по чуть-чуть. Ну и затем мы зальем все это кипяточком, чтобы все смешалось. Так, и отправим в духовку. Сколько по времени готовим горшочки? Ну, я думаю, что это где-то минут 40. Это как минимум. И поскольку у нас на сей раз постное мясо, желательно, конечно, положить как бы натуральный жир, но ввиду его отсутствия кладем сливочное масло. Так, добавляем масло. Можно много побольше. Тоже. Побольше можно? Я ждал этой фразы, потому что моя любимая фраза – любую еду маслом не испортишь. Хотел бы рассказать нашим зрителям, что Ирина Аксенова – это настоящий ярый защитник памятников культуры нашего города, за что мы вам говорим большое спасибо. Расскажите, как обстоят дела вообще у нас с культурным наследием? Ну, я скажу, что ситуация изменилась. К лучшему, надеюсь. К лучшему, да. Но это самое главное. Да. Просто что-то уцелело в результате культурной революции 2005 года. И сегодня не зря Казань представляет собой центр туризма. Народ извне ломится в город. Не только потому, что спортивные объекты. На самом деле Казань в прошлом и Казань сегодня – это два разных города. Сегодня свои фишки, а та Казань ментально, она ушла. Но благодаря неравнодушным людям, рожденным в этом городе, среди которых Олеся Балтусова и люди, входящие в общество, Всероссийское общество охраны памятников, Искандер Исавеев и многие другие, все-таки удалось что-то сохранить. Как живое свидетельство, на градостроительных советах Казани, куда я вхожу, изменилось поведение, мнение моих коллег в отношении того, как должен чувствовать себя центр. Если раньше было престижно построить новое, якобы что-то красивое, то сегодня в первую очередь встает вопрос о том, а как это будет сочетаться со стариками, то есть с памятниками истории культуры, с теми объектами, которые сохранили лицо нашего города. Ну а тем временем наши горшочки готовы, и мы их отправим в духовочку. Да. Чтобы было удобно, я предлагаю использовать противень. Так. Помочь? Пожалуйста, конечно. У меня рука легкая, так что не помешает. Итак, прошу вас. Отлично. Ждем примерно 40-50 минут и будем пробовать азу по-татарски. Азу по-татарски. Азу – традиционное блюдо татарской кухни. Первоначально в азу использовалась конина, но теперь все чаще ее заменяют говядиной. Азу – это кусочки мяса, тушеные с картофелем и солеными огурцами. Обязательно используется томатная заливка. Готовить азу по-татарски можно в казане, но очень вкусно азу получается в глиняных горшочках. Рецепт. Говядину нарезали кубиками и выложили на дно горшочка. Сверху лук, нарезанный кольцами, картофель, морковь и соленые огурцы также нарезали кубиками и выложили в горшочки слоями. Добавили изюм, томатную пасту, сливочное масло, молотый имбирь и хмели-сунели. Залили горячей водой. Затем закрыли горшочки крышками и отправили в разогретую духовку на 50 минут.
Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые вкусные блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на YouTube. Между тем, Аксенова и Шарафутдинов готовы к тому, чтобы пробовать блюдо, которое мы сегодня назвали азу по-татарски, но все-таки по-аксеновски, потому что есть секретное блюдо лично от вас. Пробуем? Пробуем. Прошу. Я приготовил и ложечку, и вилку, потому что блюдо у нас с бульоном. 2 в одном. Да, Первое, опа. второе. Первое и второе. Так, внимание. В качестве... Да. Мясо получилось, кстати, очень нежным, очень вкусным. И сейчас бульончик. Так. Ну как? Бульончик особо удался. И Я рада. и хмели сунели, и имбирь дают такой неповторимый вкус этому блюду. И действительно, азу по-татарски играет новыми красками. Да, Мы не добавляли при этом ни соли, ни сахара. Очень вкусно, модно и стильно. Вот, готовил не зря архитектор. Спасибо, что пригласили на эту передачу. Я бы сказала, такую слегка веселую, вкусную. И я рада участвовать в ней и поделиться такими незамысловатыми секретами кухни. И пообщаться просто с приятным, умным человеком и поделиться. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ирина. Ирина Аксенова, замечательный архитектор, человек, который любит все памятники культуры города Казани, как многие из нас. Готовила с душой, с хорошим настроением, получилось у нее очень даже хорошо. Спасибо, до новых встреч, удачи. Бик там или нет? Бик там леха пайдала, Да, действительно, ага. девиз нашей программы. Стамбул? Стамбул. Все, пока. Это была программа «Секреты татарской кухни». Готовьте с нами. До новых встреч.